Здравствуйте, меня зовут Пантелеева Лилия, я врач-психиатр, и в этом видео сегодня мы будем говорить о тревоге. В ситуации, связанной с коронавирусом, с ковид, многие люди стали испытывать очень часто волнение, или как специалисты это называют, тревогу. Что такое тревога? Тревога – это чувство, которое до определенного уровня является хорошим инструментом психики для того, чтобы нам помогать, для того, чтобы предотвратить какую-то опасность. Например, экзамен. Если мы готовимся к экзамену, мы волнуемся, мы тревожимся, сдать его на хорошую положительную оценку, получить зачет или перейти в следующий класс или на следующий курс. Естественно, мы откладываем все другие вещи и все другие ситуации, которые есть в нашей жизни, и мы только сконцентрированы на том, чтобы подготовиться к этому экзамену. И в этом случае тревога нам хорошо помогает. Или, например, перед полетом на самолете или перед отъездом куда-либо мы волнуемся, чтобы не опоздать на самолет или чтобы не опоздать на поезд, автобус. Мы даже можем проснуться раньше того, как зазвонит будильник на 15, на 20 минут. И в этом случае этот уровень тревоги мобилизует все наши ресурсы организма и помогает нам справиться с какой-либо ситуацией, которая может представлять опасность. И это называется реалистичной тревогой. Но иногда эта тревога, когда мы попадаем в ситуацию, с которой мы не можем справиться, на которую мы не можем повлиять, которая не зависит от нас, как, например, ситуация с данным коронавирусом, это та ситуация, как раз, на которую мы повлиять никак не можем, и тогда тревога, она превышает тот допустимый предел, она становится очень частой, практически постоянной, она нас изматывает. И как справиться именно с той тревогой, которая изматывает, и как она проявляется? Она проявляется в нескольких случаях. Это сжимается, когда у нас что-то здесь, в животе, под ложечкой так называемой, когда у нас перехватывает дыхание, мы начинаем очень часто дышать, поверхностное такое дыхание, у нас учащается пульс, у нас сжимается сердце, оно начинает выпрыгивать как бы из груди, оно начинает прилив какой-то крови в голове, и мы испытываем какой-то бой в висках, в последующем испытываем какую-то головную боль, у нас нарушается сон, мысли лезут прямо к нам в голову постоянно, проникая туда, мы пытаемся их отгонять, и все равно этот страх, эти волнения, они начинают, что же будет в будущем со мной, что же будет дальше. Эти страхи, эти тревоги, эти волнения, они начинают прям прорываться к нам в голову и мешают нам нормально, повседневно функционировать, жить, получать удовольствие, радость, тех положительные эмоции, которые нам приносят расслабление, релаксацию. Как же справиться с этой тревогой, как с ней помочь самому себе? Есть несколько способов. Один из способов – это сконцентрироваться на органах чувств: зрение, слух, ощущение, обоняние, осязание. Вы можете перечислить 5 предметов, которые вы видите вокруг вас. Вы можете перечислить 4 звука, которые вы слышите в данный момент. Вы можете перечислить 3 ощущения, которые вы испытываете. И вы можете сконцентрироваться на вкусе, на том, что вы чувствуете, какой вы чувствуете вкус, и 2 запаха, которые вы можете испытывать. То есть 5 вещей, 5 предметов, 4 звука, 3 ощущения, 2 запаха и 1 вкус. Также вы можете использовать дыхание. Что такое дыхание? Дыхание – это то состояние, которое позволяет нам вернуться в ситуацию здесь сейчас. Вы можете подышать по типу песочных часов. Вдох сделать в этой части, выдох здесь, вдох сделать здесь и выдох здесь. И так повторить 5 раз. Также вы можете подышать, сделав вдох на раз, два, три, 4, и выдох на раз, два, три, 4, 5, 6. Если вам это будет сложно, то вы можете сделать вдох на раз, два и выдох на раз, два, три, 4. Также повторив это 5 раз. Но в случае, если эта тревога очень выраженная, очень сильная, то вы можете использовать технику принятия решений, технику дерева, так называемых размышливания или размысления проблемы. То есть вы можете задать себе вопрос: почему я тревожусь, почему я волнуюсь? И это будет корень этого дерева. Вы можете задать себе вопрос: что я могу сделать в данной ситуации, чтобы тревога стала меньше? И это будет ствол этого дерева. А уже какие-то техники или какие-то принятия решения, то, что вам поможет, это могут быть ветви этого дерева. Например, как вы можете поступить в данном случае, если использовать ситуацию, связанную с коронавирусом, с ковид?
корень этого дерева, да, вы задаете себе вопрос, почему я волнуюсь, почему я тревожусь. Корень этого дерева, потому что есть риск заражения, потому что это тяжелое, достаточно инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, и я боюсь. Второе, как я могу себе помочь, как я могу снизить тревогу? Да, я могу обрабатывать руки санитайзером, я могу их чаще мыть, я должен носить маску, мне надо держаться в 1,5 метрах как минимум от окружающих людей для того, чтобы снизить риск. И ветви этого дерева, да, что я должен делать для того, чтобы снизить это волнение, для того, чтобы снизить эту тревогу? Во-первых, ограничьте просмотр новостей. Смотрите их только 2 раза в день, утром и вечером, используя информацию из официальных источников. Это штаб по борьбе с ковид, это сайт Министерства здравоохранения, где все цифры обновляются и показываются ежедневно. Второе, то, что вы можете сделать, разработайте комплекс упражнений или используйте уже готовые, которые доступны в онлайн, на YouTube-каналах, на других источниках, где вы можете заняться зумбой, силовыми тренировками, йогу практиковать и так далее. И то, что вы можете сделать, это правильность питания. То есть необходимо правильно питаться для того, чтобы сохранить здоровый пищеварение, здоровый образ жизни, чувствовать легкость, чувствовать позитивные эмоции. И таким образом вы можете помочь себе снизить этот уровень волнения, снизить этот уровень тревоги. Но если тревога присутствует у вас ежедневно, практически постоянно, она мешает вам функционировать, она мешает вам в повседневной жизни, она мешает вам спать, то в этом случае лучше всего, конечно же, обратиться к специалисту. В случае, если вы испытываете ежедневный на протяжении большей части дня дискомфорт, если вам трудно работать, вести какие-то повседневные дела, у вас нарушился сон и тревога одолевает вас, или наоборот, вы никак не можете собраться силами и решить какие-то проблемы, вы испытываете подавленное настроение на протяжении большей части дня, ну или вообще вам требуется и вы чувствуете какая-то психологическая помощь, то у нас в стране организованы бесплатные психологические онлайн-консультации. С любой точки страны вы можете записаться, вы можете попасть на бесплатную онлайн-консультацию психолога, психотерапевта, психиатра. Вы можете позвонить по линии в горячий 118, и вам специалисты, обученные специалисты помогут и окажут вам нужную для вас консультацию.